Несмотря на то, что сегодня выходной день, здесь собрались все сотрудники администрации. У них, можно сказать, личный праздник. Новое административное здание, которое было построено по поручению главы республики. Махмуд Али Калиматов приехал лично поздравить сотрудников с торжественным открытием и с Днем города. Город ваш, сегодня ему 90 лет. Я очень рад присутствовать сегодня. И независимо от выходных дней, мы решили сегодня прийти и разделить с вами этот праздник. Город Малгобек с большой историей, в действительности 90 лет. Знаете, вот попадает сейчас у нас период, мы попали, сегодня 90 лет городу. 200 лет нефтяной промышленности республики мы будем праздновать 8 сентября. И в основном это город Малгобек и в действительности город воинской славы. Самый важный город. Конечно, когда я приехал, посмотрел, то я был очень огорчен, в каком здании находилась администрация. Здание, которое не приспособлено, а тем более маломобильным людям вообще невозможно было даже подняться по этой железной лестнице. Но в силу того, что бюджет города, потому что администрация недостаточно, наверное, работает с населением, с жителями, с вами, вы. У нас возник такой вопрос, что необходимость была выделить средства для приобретения данного здания. Невозможно, когда люди должны приходить по тем или иным вопросам, чтобы не было уютного, доброго здания. Да и как можно было работать в том здании, где вообще сложно было бы даже находиться. Перерезав красную ленту, глава региона прошелся по этажам. Оценил, насколько качественно выполнена работа подрядной организации «Стройальянс». Старое помещение, в котором трудились сотрудники администрации еще с 2014 года, признано несоответствующим нормам. Условия для сотрудников были не самые приятные. Они находились в домостроительном комбинате на 3-м этаже. Со дня основания образования администрации, как самостоятельной единицы, у нас в городе не было своего здания. Мы находились в приспособленных помещениях. То есть сначала мы были в многоквартирном доме, который был аварийным, без всяких условий. Затем последние 10 лет мы находились в промышленном объекте, то есть это было ДСК бывшее. Согласитесь, что там условия были очень ужасные, не позволяло выполнять на всю мощь свои обязанности, было очень некомфортно. В 2022 году, когда глава региона побывал в старом здании, увидев несоответствующие условия для работников, он сразу же дал поручение построить новое. На переезд и ремонт нового здания, в котором сегодня могут в комфорте работать 50 сотрудников. В этом здании 5 этажей. С 1 по 4 располагаются 11 отделов и другие рабочие кабинеты, а на последнем – актовый зал для проведения совещаний. Площадь составляет 1600 квадратных метров. Предусмотрены 32 кабинета. Теперь у каждого из сотрудников есть свое рабочее место и своя зона ответственности. На 1-м этаже будут заниматься в основном приемом граждан, решением всех социальных вопросов. Коллектив уверены, теперь работа пойдет быстрее и слаженнее. Открытие новой администрации действительно для нас грандиозный подарок. Уже сколько лет так уж получилось, что городская администрация арендовала помещение на территории района, и городской совет тоже, в том числе, арендовал помещение в частном секторе. И сегодня открыли новую администрацию, в том числе здесь находится городской совет. Естественно, это накладывает на нас некую ответственность, что мы должны уже прилагать дополнительные усилия, чтобы оправдать все эти средства, вложенные для построения этого здания, для того, чтобы мы лучше работали. Естественно, мы будем, это все отразится на росте, я очень надеюсь, на росте благосостояния горожан, в частности города Малгобека.
На ремонтные работы ушло менее года. За это время, помимо светлых и просторных кабинетов со всеми необходимыми условиями для сотрудников, здесь также предусмотрели вентиляцию, пожарную сигнализацию и Wi-Fi на каждом этаже для быстрого доступа в интернет. На втором этаже администрации находится 7 кабинетов, 7 отделов. Здесь находится у нас отдел учета и отчетности. Помощник главы, он же является у нас секретарем АТК. Осуществляется выдача справок по 7 видам, то есть это справки с места жительства, выписки по хозяйственной книге и так далее. На этом же этаже находится отдел прогнозирования, то есть у нас это отдел планирования, где все закладывается, и бюджет, и планирование, какие работы у нас будут, инвестиции и так далее. Также на этом этаже находится социальный отдел. Если сегодня у каждого отдела свой кабинет, в котором сидят по 2-3 сотрудника, то в прошлом здании нескольким отделам приходилось ютиться в одном кабинете. Также по поручению главы региона докупили недостающую мебель и оборудование, компьютеры, принтеры и другую технику. Далее 3-й этаж. Находится также 7 кабинетов у нас. Это отдел имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и градостроительства, отдел производственных отраслей, пресс-служба, орган опеки и попечительства и отдел правовой работы. Все эти отделы между собой взаимодействуют. А на 4-м этаже расположилась непосредственно приемная главы администрации Малгобека и его заместителей. Также отдел общей и кадровой работы. Самое главное, считает Муса Агалаев, здесь то, что это будет удобно для горожан. Шикарное здание, удобство для рабочих, для работников администрации в сегодняшний день. Что еще можно сказать? Это шаговой доступности для горожан находится здание, то есть в центре города. Прежде, до этого здания, которое у нас было от города, чуть дальше людям приходилось. И подниматься было очень трудно. Здесь лифт у нас будет, шахта есть, все есть, заказали, договор заключили, на днях будет устанавливаться лифт. От своего коллектива, лично от себя, хотел поблагодарить главу республики, что он оказал помощь для приобретения, выделил средства для приобретения. Наконец-то будет у нас свое здание. На 5-м этаже помимо актового зала будет еще и большая столовая, ремонт которой начнется в скором времени. Весь персонал остался очень доволен новосельем, которое, по их мнению, положительно скажется на работоспособности. Мы рады не только за себя, также и за граждан, потому что доступ очень комфортный. Каждый человек может подойти к специалисту, решить свой вопрос. Условия, сами видите, у нас очень хорошие условия. Вот такой подарок, который нам преподнесли ко дню города воинской славы, города Малгобек, это нас очень радует, это знаковое событие для нас, я думаю, и для населения города тоже, потому что люди, когда приходят, тоже хотят, чтобы были условия, комфорт. На ремонтные работы и закупку мебели из бюджета региона было выделено более 20 миллионов рублей. Мадина Цора, Джамалил Султыгов, Новости 24.